В этом году на неделе высокой моды в Москве Якутию представит Анжелика Кириллина, молодой дизайнер моды, обладательница номинации «Лучший модельер» на неделе моды в Якутске 2013 года, обладатель первого места в первом евразийском конкурсе этноодежды «Этноэрата» в номинации «Этнические мотивы в современном костюме». Вообще, год 2013 стал очень богатым на события для Анжелики. Она была гостьей международного фестиваля «Шедевры монгольского костюма» в городе Танляо, стала победительницей конкурса «Адмиралтейская игла» в Санкт-Петербурге. И невозможно себе представить, что эта хрупкая, творчески очень активная девушка могла стать медиком, юристом или госслужащей. Именно такие учебные учреждения она закончила, прежде чем поняла, кем же она хочет стать. С детства, как сказать, отличалась манерой одевания. И я сначала училась на медицинском колледже. И вот, ну, если начать с детства, да, с детства у нас мама в молодости была очень модницей. У нее очень много одежды было шитой в ателье в молодости. Вот их я с детства переделывала. У меня была соседка швея, к ней постоянно ходила и как бы переделывала. И во время студенчества вот, первого, да, в медицинском колледже, когда там одевалась вот ее одеждами, да, в основном, ну, редко я покупала, да, и как бы, ну, умела сочетать как-то. И в итоге там в основном ходят в белых халатах, да, я в основном халаты даже не одевала, там как будто я моду показывала каждый день, там образы меняла постоянно, вот перекрасилась в разные цвета, вплоть до зеленого, там всякое разное, образы меняла, в общем, да. И мне всегда, ну, всякое разные слухи там ходили там. Но в это время я поняла, что я все-таки творческий человек. Но с детства я, да, всегда, мы сначала вот с сестрой Юлианой, да, которую вы все знаете, хумусистка, мы с ней любили играть бумажными куклами. Там делали костюмы, и потом вот обычными куклами шили, там очень много у нас было этих. И в детстве вообще, на самом деле, моя сестра Юлиана, она мечтала стать модельером. Она даже готовилась, она даже поступала в художественные училища. Да, получилось так, что наоборот я стала. Да? Я привыкла, что на меня смотрят как на экспоната, как на этого, да. Но я вот люблю, я не могу просто одеваться, я люблю вот как-то, не пытаюсь отличаться, да, но так выходит. Были времена, когда Анжелика мечтала заняться дизайном интерьера, подолгу ходила по мебельным магазинам, млела над декорами. И все же судьба распорядилась иначе, и не имея профессионального образования дизайнера, она стала одной из самых ярких модельеров Якутии. Через интернет изучала, ну, что, как, где, что можно, да. И вот я узнала, что вот то, что вот я делала, не зная того, вот манера одевания, вот я всегда одеваюсь многослойно, там куча аксессуаров, вот сочетаю несочетаемое, да, и вот с этническим уклоном, да, это есть стиль бохо, оказывается. И вот я узнала с устов интернета, что есть стиль бохо, очень известный в Западе, и там имеется много видов, в том числе и бохо этно. Бохо называют еще в основном бохо шик, да? Ага. И вот бохо этно обычно бывает там восточным вариантом, да, африканский и другие разные. И вот я думала, почему бы с якутским элементом не делать. Ну вот и придумала с якутскими элементами. Якутское этно в стиле бохо. Новое направление в якутской этнической одежде. Пока сидела по уходу за ребенком, Анжелика не пропускала ни одного фестиваля моды, которые проходили в Якутске, и всегда хотела создать свою коллекцию, подчеркнуть свое «я» в мире моды. Ей это удалось. Анжелике нравится работать с людьми. Создание костюма для каждого своего клиента – это для нее ответственная и непростая задача. Я сначала вот общаюсь с клиентом, да, но что они хотели бы примерно, да, все равно у каждого человека есть свои желания, но
И сначала слушаю их, примерно что хотели бы, что им нравится, да, и показываю свои работы, именно какая деталь вот им понравилась, да, и вот учитывая вот эти, вот это все, уже представляю себя, что нужно для этого клиента, да, и мы вместе идем, даже без эскизов, мы сразу вместе идем по магазину. И у меня как бы, как уже известно, да, у меня вот в основном лоскутная, да, работа, и каждая работа состоит из многих элементов и из очень многих тканей, не с одного и не с двух, да, и поэтому, чтобы это все сочетать, надо обойти все магазины, и не раз, и не два, и не три. Что будет модным в этом или следующем сезоне, такой вопрос для Анжелики Кириллиной никогда не стоит. Она и ее работы вне времени и пространства. Ценно то, что действительно ценно в мире. Вы смотрели репортаж Ларисы Бай.